Всем привет! Сегодня у нас обзор вот такого ножа. И там просили вес показать. Начнем с веса. У меня вот такие вот китайские, ну более-менее точные часы. Часы, говорю, весы. Вот 116,3 грамма. Ну, запакую там около 200 плюс-минус будет грамма. Такой вот нож, хвост бычий, толстый, со сквозным отверстием. Внутри полностью деревянный. Все сидит ровно тютелька в тютельку. И там вот он подобран эти край, чтоб нож сразу туда залетал. Если его не брать, то он будет упираться. Вот. Не падает. Вот хвост. Из одного хвоста только один нож получается. То есть один бычок или корова. Вот. Один нож. Это то, что остается, я отрезаю. Можно выбросить, можно на веревке распустить. Можно вот так вот использовать. Но она тоже иногда не налезает. Тоненькая вот. Все, сейчас здесь отрежу, привяжу. И здесь как-нибудь вот тут вот только аккуратно тоже. Делать здесь широкая ёшкинка вот. Как-то его сложу. Сам нож такой. Х12МФ. Просьба была такая. Короткий. И подавентийский. К центру узкий. Х12МФ. Хорошо держит заточку. То есть, ну, режущую кромку. Приветствую. Вот клинок готов. Наточил. Но сперва проверяю этот сталь. Держит ли или нет. Потом полирую до блеска. Тут тонкая. И он сталь рубить не должен. Хоть он Х12МФ. Нож нужно плавно направлять. Филировать мясо, так сказать. Да, каллиграфическим почерком. Вот. Буковки можно срезать, насквозь не выходить. Вот это якутский нож. Нож надо направлять. Все, что он может встретить, вот кость. Видно, да? Заминов нету, сколов нету. Кромку держит. Буковки режет, насквозь не выходя. Вот он. Здесь урок горного барана Чебуку.
и здесь пятку сделал. Лишнее убрал, заполировал, оставил роговелости. Ну, мне так нравится. Да, намек, то, что он натуральный, не пластмасс какой-то. Вот, и здесь тоже так же постарался оставить. Кап такой, с такими рисунками. Ну и в связи с тем, что есть место, где писать. Конечно, мелко тут, когда после молотка в руки тут вот очень затекают. Еще и внутри ладони там болит иногда, когда много куешь. Там сухожилие какое-то. Вот, и писать, конечно, тут мелко-мелко. Вот, на оберегание просили. А егытын ареллатын, еехсетин эңердестин. Это творцы работают в тандеме, а егыт и еехсет. Знаете, да, аист приносит в этот мир человека, а егыт и еехсет. Вот она работает так. Прав ты, не прав ты, виноват, не виноват, всегда за тебя. А это тоже творец, ну, у нас в женском облике, дает жизнь, жизненную энергию. И они вот в тандеме работают. Западный человек их путает ангелом и чертом. Нож едет в Санкт-Петербург. Заказал Александр Юрьевич Немцев. Вот. Вот такой вот нож. Но в связи с тем, что тут нож маленький, конский волос тут много не накрутишь, поэтому в один слой. А отступ отсюда, чтобы он вот так не вылезал. Ну, на ремне так не будет делать, он будет висеть под углом 45 градусов на левой стороне. Вытаскивается большим пальцем. Каждый раз говорю. Вот. Главное, не падает.